Докопаться до XVIII века. Остатки стеклодельной мануфактуры графов Сологубов нашли студенты исторического факультета БГУ в Вилейском районе. На место раскопок отправилась и наш корреспондент Екатерина Мыслевец. В агрогородке Илья около 30 человек каждый день ищут в земле уникальные артефакты. В руках у них металлодетекторы, лопаты и шпатели. У 1982 годзе тут заклал невялічкі разведвальны раскоп беларускі археолог Михась Михайлович Чарняўскі. І ён вызначыў, што ў гэтым месцы раней была шкларобчая мануфактура, вядомая па пісьмовых крыніцах. Ну і ў 2015 годзе мы сюды прыехалі першы раз і дакладна лакалізавалі, пацвердзілі, што яна сапраўды знаходзілася тут, і з 2016 года пачалі даследаванні ўжо вось на гэтым месцы конкретно. Главное открытие – плавильная печь. Она выложена из глины, кирпича, камней и неплохо сохранилась. Благодаря этой редчайшей находке здесь может появиться музей. Ведь мануфактура в Илье – единственный стеклодельный комплекс на территории Беларуси. Он был основан в первой половине XVIII века и просуществовал до конца 20-го столетия. Очень интересно думать об этом, что вот здесь когда-то были люди, ходили по этому месту, что-то делали, и вот раскапывать это, находить что-то, вот это, пожалуй, очень интересно. Так историкам БГУ удалось установить, в XVIII веке в Илье производили тарную, столовую и аптечную посуду, а также листовое и оконное стекло. Причем продукция была разных оттенков – зеленого, розового, голубого и синего цветов. Изготавливали здесь и хрустальную посуду. Часть изделий декорировалась. Уникальными для отечественной археологии стали находки инструментов стеклодувов – выдувательная трубка и нож. А еще мирная гирька. С ее помощью мастера определяли количество веществ, которые добавляли в сырье при производстве стекла. Я тут находил несколько вещей, находил части стеклянной всякой посуды, от кружки находил, от штофа, ну и кучу керамики. Вчера мы сделали большую находку. Мой друг Андрей нашел возле стены каменной, кирпичной, то есть 5, по-моему, рюмок. Одна даже из них была с орнаментом. Они лежали в деревянной коробочке. Очертания также получила картина бытовой жизни стеклодувов. Курительная трубка, нательный крестик, пряжки от ремней. Большая часть находок свидетельствует о том, что здесь работали мужчины. Однако археологи раскопали и женские принадлежности. 3 иглы и булавки для дамского головного убора. Ну і магчыма, гэтыя жанчыны сюды прыходзілі, яны прыносілі гутнікам абеды, таму што тут вялізная колькасць самай рознай керамікі і костак жывёл. Ну, гэтыя косткі мы аддаем на анализ, на археозоологію, вызначаем, чым яны тут харчаваліся, якім мясом. К слову, в отечественной археологии производственные комплексы, особенно мануфактуры, не исследовались. Поэтому данные раскопки очень важны для восстановления исторических фактов.